В честь 80-летия Великой Победы, Года защитника Отечества в Российской Федерации и Года Героев в Коми мы продолжаем знакомить наших телезрителей с участниками проекта, посвященного всем защитникам Отечества. Воспитанники детских садов, представители национальных обществ, педагоги, школьники и их родители читают стихи и рассказывают о героях своей семьи, которые принимали участие в военных сражениях. Сяду к деду на колени, тихо прошепчу: расскажи мне, милый деда. А я помолчу. Буду слушать все, что хочешь ты мне рассказать. И вертеться я не буду, и перебивать. Про войну хочу послушать. Как ты воевал, как в бою таком далеком знамя ты спасал. Про друзей своих военных. Деда, расскажи. И в альбоме пожелтевшем фото покажи. Улыбнулся внуку деда и к груди прижал. Расскажу про все, конечно, раз уж обещал, как войну мы пережили, как на смерть мы шли, сколько верст исколесили в грязи и пыли, как врага с боями гнали мы с родной земли и ни пяди не отдали, выжили, смогли. А теперь мы День Победы празднуем с тобой, только в праздничном параде по команде в строй. Русской женщине. Михаил Исаковский. Да разве ж об этом расскажешь, в какие ты годы жила, какая безмерная тяжесть на женские плечи легла. В то утро простился с тобою твой муж или брат, или сын, и ты со своей судьбою осталась один на один. Один на один со слезами, с несжатыми в поле хлебами ты встретила эту войну. И все, без конца и без счета, печали, труды и заботы пришлись на тебя на одну. Одной тебе волей-неволей, а надо повсюду поспеть. Одна ты и дома, и в поле, одной тебе плакать и петь. А тучи все ниже и ниже, а грому грохочет все ближе, и чаще недобрая весть. И ты перед сею страною, и ты перед сею войною сказалась, какая ты есть. Ты шла, затаив свое горе, суровым путем трудовым, весь фронт, что от моря до моря кормила ты хлебом своим. В морозные зимы, в метели, у далекой черты солдат согревали шинели, что шила заботливо ты. Бросались в грохоте, в дыме советские воины в бой, и рушились вражьи твердыни от бомб, начиненной тобой. За все ты бралась без страха. И как в поговорке какой, была ты и пряхой, и ткахой, умелой иглой и пилой рубила, возила, копала, да разве же все перечтешь? А в письмах на фронт посылала, что будто отлично живешь. Бойцы твои письма читали, и там, на переднем краю, они хорошо понимали святую неправду твою. И воин, идущий на битву, и встретить готовый ее, как клятву шептал, как молитву, далекое имя твое. Руслан Зыков, спасибо за победу. Мы вспоминаем в День Победы, в тот майский праздничный денек, как воевали наши деды за жизнь, за мира уголок. Не за награды и монету, пройдя полсвета в сапогах, мир возвратили на планету, оставшись там, в чужих лугах. Войны бесстрашные герои, страны великой сыновья, ушли в небесные покои, чтоб жили в мире ты и я.
Покрыта площадь вся цветами, оркестр праздничный умолк, и вновь грохочет сапогами по мостовой бессмертный полк. Глядят со старых фотографий, как будто вечности застыв, Арсен, Иги, дяди Ваня, оставив к миру нам призыв. Аллеет знамя над головами, пятиконечная звезда. Тот подвиг, совершенный вами, мы не забудем никогда. Пусть прозвучит посланье деду в салюте праздничных мартир. Спасибо всем вам за победу. Спасибо вам за добрый мир. Здравствуйте, меня зовут Кадочников Андрей. Я ученик 8 А класса лицея номер 1 города Инты. В этом году исполняется 80 лет Великой Победе над фашистской Германией. В Великой Отечественной войне принимали участие 3 моих прадеда. Сегодня я хочу рассказать о Кадочникове Аркадии Ивановиче. Родные говорят, что я очень похож на него. Мой прадед родился 16 февраля 1922 года в Тюменской области Армизонского района в селе Гоглино. Старший из 4 детей, он рано закончил школу, был очень грамотным. Сразу после школы, до момента призыва в армию, 2 года работал в своей деревне учителем начальных классов. Но нужно было получать образование. Отправился на учебу в училище. К началу войны учился в военном училище, готовился стать инженером. В 1941 году отправился на фронт. Даже домой не пустили проститься. Когда состав шел мимо родных мест, семья вышла на полустанок попрощаться. Аркадий Иванович прошел всю войну, был инженером, наводил переправы, был командиром саперного взвода 220-го отдельного батальона 173-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе значится, что он 2 августа 1944 года возглавил взвод саперов. Двигаясь впереди порядков пехоты, он обнаружил 3 фугаса и минное поле противника. Невзирая на непрерывный огонь противника, снял 3 фугаса и более 30 мин. Действуя инициативно и смело, он личным примером воодушевил бойцов своего взвода, успешно выполнив боевую задачу. В этом бою он был ранен пулей немецкого автоматчика. Умер Аркадий Иванович в госпитале от ран 26 марта 1945 года в боях за Кёнигсберг. Совсем молодой, ему было всего 23 года. Похоронка пришла домой 9 мая 1945 года. Захоронен в братской могиле советских воинов. Калининградская область, Багратионовский район, поселок Пятидорожное. Мой прадедушка, Кадочников Аркадий Иванович, был защитником Родины, принимал участие в Великой Отечественной войне и внес посильный вклад в Великую Победу. Вся жизнь героя достойна, чтобы ее знали, помнили и гордились. Я буду помнить его всегда.